Кастаньеты считают культурным и национальным достоянием Испании, ведь они – незаменимый атрибут национального танца. Этот музыкальный инструмент принадлежит героине нашего сегодняшнего выпуска, ведущей солистке театра «Астана-опера» Татьяне Вицинской. Ее прекрасный голос и игра на кастаньетах завораживают и восхищают зрителей. А сегодня она сыграет для нас. А вы знаете, Маржан, ведь это не просто кастаньеты, с ними связана очень большая история. Вот это кастаньеты, которые называются «Сердце». Они отбивают главный ритм, как ритм сердца. А вторая кастаньета называется «Душа». И очень много лет назад, когда я мечтала первый раз только исполнить свою партию «Кармен», прежде чем заняться образом Кармен, да, понять, кто такая Кармен, я поехала в Севилью, в Испанию. И там вот в этой 40-градусной жаре, прямо в центре Испании, на площади, я купила эти кастаньеты. И вот с того времени они сопровождают меня всю мою жизнь. На всех спектаклях, на всех концертах. Здорово. Да, очень берегу их, очень люблю. Браво! Вы великолепны, Кармен. Благодарю. С детства Татьяна увлекалась классической музыкой и мечтала о карьере балерины. Однако судьба распорядилась иначе. Позже она окончила музыкальную школу, затем училище по специальности хоровое дирижирование и получила высшее образование. Я уже думала, что у меня будет карьера только как дирижера. Нам как раз повезло, что в 2000 году в Казахстане открылся оперный театр имени Куляш-Байсеитовой. И, естественно, что я сделала? Я сразу пошла туда проходить прослушивание в хор. Я его прошла успешно, так как у меня и образование позволяло, и уже начала работать в хоре. Если говорить о карьере меня как вокалистки, то моя карьера, конечно, началась очень поздно. Самые первые, так сказать, шаги я начала еще в театре Куляш-Байсеитова, и мне очень посчастливилось, потому что первой постановкой была постановка оперы «Травиата», на которую приехал очень известный режиссер Юрий Исакович Александров. И вот он как раз-таки, будучи, когда я работала в хоре, он меня приметил и сказал: тебе обязательно надо заняться голосом, заняться сольной карьерой, у тебя хорошие способности, артистизма много. И я только тогда задумалась, что, наверное, можно было бы мне и сольно петь. Наверное, бы мне хотелось выступать, переживать какие-то роли, персонажи, потому что до этого не было в Астане театра, и я вообще никогда не ходила в оперный театр, и никогда не переживала эти эмоции. И тут я как раз-таки уже, когда участвовала в спектаклях, участвовала в мизансценах, я стала понимать, что да, театр — это мое, да, оно мне нравится, я хочу переживать какие-то роли, персонажи. Я сразу же определила какие-то свои роли, в которых я хочу выступать, и решила сразу поступать на вокальное отделение, получила второе высшее образование. Конечно, этого было недостаточно в рамках Астаны. И я сразу, как только закончила здесь вокальное отделение, сразу отправила все свои записи мастерам в Европу и поехала, в общем, по Европе колесить. Проходила очень-очень много мастер-классов, очень много занималась голосом, вокалом, изучением репертуара. Кстати говоря, чтобы исполнить «Кармен», я сразу же первым делом я поехала в Париж. Там я начала заниматься изучением французского языка. Оттуда я поехала сразу в Испанию. И очень много бродила по улицам, в которым ходила Кармен. То есть там есть такие старые улочки, и там есть вывески. Вот здесь была Кармен. То есть я стала себя вдохновлять на эти образы, смотреть на испанок, смотреть на страну, изучать их традиции. Потом уже я прошла прослушивание в театр «Астана-опера» после множества мастер-классов, после образования, которое я получила. Что интересно, что буквально год назад уже в театре «Астана-опера» уже прошло с той встречи с Юрием Исаковичем, то есть прошло 23 года, и мы встретились вновь на сцене Астана-опера. Была постановка оперы «Алпамыс», где я исполнила роль Жирана.
И вот если говорить о том, что какая роль на сегодняшний день самая важная в моем репертуаре, самая интересная для меня, да, и самая глубокая, то это, конечно, роль Жираны. Вот, потому что я считаю, эта роль, она просто, не знаю, она для меня очень патриотична, потому что Казахстан — это та страна, где я нашла все, которое я очень люблю, где я обрела свою работу, получила образование, здесь моя семья, мой дом. Вот. И когда ты выступаешь в роли Жираны, и вот, мать-земля, которая пережила и страдания, и может подарить любовь, да, и может быть плодородной, то есть накормить людей. Вот. Это, конечно, очень масштабно. Тем более Юрий Исаакович Александров очень масштабно этот образ показал в опере. Татьяна, какие новые роли вы планируете исполнить в ближайшее время? Самое ближайшее у меня роль Альчины в опере «Орландо Фуриозо» у Россини. Кстати, это вот первая опера музыки эпоха барокко, которая будет исполняться в Казахстане впервые Антонио Вивальди. И вот, кстати, вот, наверное, не зря я увидела костюм. Это очень знаменитый костюм Хорлана Санны Калиламбековой. Я помню, как она замечательно исполняла эту роль. Она Лык в опере «Кожебек». И вот это моя будущая мечта. И вот это прекрасное платье, этот прекрасный костюм зеленого цвета. Очень красивый костюм. Очень красивый. Татьяна, а насколько важен костюм для передачи образа на сцене? Ну, конечно, костюм — это самая важная составляющая, конечно, сценического действия. Ты не только перевоплощаешься, ты моментально оказываешься в той эпохе, в которой происходит действие, исторические события, и моментально можешь войти в то состояние, в котором находится твой персонаж. Вот, например, есть опера «Дон Карлос», где я играю Эболи, и там вот во время арии режиссер с костюмером придумали такую фишку, что у главной героини, у нее парик на голове, и она его снимает прямо во время арии. И таким образом она как бы обнажает свою душу, свои чувства перед зрителем. Как раз я нахожусь на авансцене, и вот происходит все это действие. Это очень помогает мне для воплощения образа, для того, чтобы почувствовать то, что происходит внутри героини, чтобы передать это зрителю. Потому что в то время парик — это было очень важно в Париже. Такая составляющая, знаете, и воротник вот этот белый, и парик, они показывали твою принадлежность ко двору, к роскоши, к богатству. И в то время, когда она снимает парик, она понимает, что единственный ее путь — это уход в монастырь. То есть то, когда им выстригают крест на голове среди волос, да, либо обревают на лысо. И вот как раз, чтобы поменять вот это состояние от роскоши и богатства, то есть уйти туда, вниз, это вот как раз очень хорошо помогает. И вот как раз наш камерный зал, о котором я вам говорила, великолепная акустика здесь, очень много романсов, я здесь исполняю очень много камерной музыки, потрясающий зал, очень-очень его люблю, очень красивый такой, расписной. И, конечно же, рояль — это самый-самый верный мой спутник на всю жизнь, который помогает мне и в изучении репертуара, и в аккомпанировании романсов. И без рояля, в общем, я никуда, откуда и как раз из детства и началась музыка благодаря роялю. Вы, кстати, вот спрашивали у меня, Маржан, какой у меня любимый романс. Раз уж мы в этом зале находимся, я вам хотела сказать, мой любимый романс — это тот романс, который любит моя мама. Тот романс, которым я первый услышала. И этот романс из кинофильма «Жестокий романс». Наверное, вы его узнаете. Да. Замечательный романс. Только исполните? Сейчас... Секундочку, я только вспомню примерно. Так напоследок я скажу, так напоследок я
скажу. Прощай, любить, не обязуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. Как ты любил, ты погубил погибели. Не в этом дело, как ты любил, ты погубил, но погубил так неумело, так напоследок я скажу. Браво! Это было великолепно. Благодарю вас. Очень рада, что вам понравилось. Сколько времени вы посвящаете ежедневным репетициям? Как проходит ваш типичный день? Просыпаюсь, выпиваю чашку кофе. Вот. И, в принципе, уже собираюсь на репетицию в театр. У нас все репетиции начинаются с 11 утра, как правило. Вот. Иногда это бывают сценические репетиции, иногда мизансценические. Вот. Иногда уроки с преподавателем, коучем, пианистом. Они могут быть и после обеда, и в обед. И, в принципе, целый день я нахожусь в театре. Вот. Вот так проходит весь мой рабочий день, мои репетиции. То есть 3 часа, например, с оркестром может быть репетиция. Потом я остаюсь сама попеть, потом обед, потом опять я остаюсь сама попеть, выучить какие-то новые партии, отработать какие-то детали. Потом могут быть мизансценические, нужно пойти примерить костюм, пойти, может быть, поговорить с дирижером о каких-то музыкальных нюансах, поговорить с режиссером, когда идет, например, постановка. Могу встретиться с коллегами, попеть в ансамбле. Ну, в общем, вот такой рабочий день. Хочется узнать, как вы поддерживаете свой голос, как развиваете себя как артист. Хороший вопрос. Все время поддерживаю, все время, конечно, нахожусь в развитии своего голоса. Вот. Можно сказать, музыканты, те же самые спортсмены, то есть каждодневный тренаж, тренировки, это распевки, это занятия, это исполнение того репертуара, который ты выносишь на сцену. Вот. Обязательно, конечно, какая-то диета. Слишком холодное я не пью, много молочных продуктов тоже не потребляю. Но это все индивидуально. Кому-то может это повлиять на голос, кому-то нет. Семечки я практически не щелкаю, потому что мне влияет это на голос. Есть вокалисты, которым не влияет. Мужчинам, как правило, абсолютно ничего не влияет на голос. Да. Мороженое люблю и позволяю, конечно. Правда, потом все это выгоняю в спортзале. Вот, кстати, спортзал тоже одна самая важная составляющая моей работы. Это как бы входит в мой режим дня. Обязательно 3-4 раза в неделю я хожу в спортзал, хожу в бассейн, пешими прогулками, катаюсь на велосипеде. Это тоже обязательно, чтобы поддерживать свою вокальную форму, кстати, даже. Не только физическую, не только внешнюю, но для того, чтобы все мышцы находились в тонусе, потому что голосовые связки — это те же мышцы, и они должны быть все время в тренаже и все время в тонусе. Да, у вас очень яркая внешность. Теперь я знаю, в чем секрет вашей красоты и секрет вашего красивого голоса. Спасибо. Татьяна Вицинская щедро делится своим опытом, посвящая много времени педагогической деятельности. Среди ее учеников – дети, студенты и взрослые, мечтающие об оперной сцене. Во время съемок нашего документального фильма мы познакомились с талантливым учеником Татьяны Ильясом Маткаримовым и его мамой Гульнарой. Здравствуйте, Татьяна Александровна! Здравствуйте! Поздравляем вас с днем рождения! Ой, Счастья, здоровья, успехов, творческих побед! Мы вас любим. спасибо! Спасибо вам большое, как я рада, я очень тронута. С днем рождения! Спасибо, спасибо, очень рада, очень тронута. Ну как теперь вот после такого сюрприза заниматься? Будем урок? Я не буду вам мешать, Татьяна Александровна. Хорошего дня, хорошего занятия. вы пойдете, Всего да? хорошего, да. Хорошо. Пойдем. Какая красота! Помнишь, да, вокальное состояние, вокальный зевок, быстрый вдох. Вот сюда вдох набираем, да? Не волнуйся, пошли. И я,
Александровна очень хороший педагог. Она может найти к любому человеку подход. Когда Татьяна Александровна предложила мне со мной заниматься, я был очень рад. Ведь такой человек, которого я все время смотрел со сцены, будет со мной заниматься, общаться и делиться своим творчеством. Я научился анализировать произведения. Каждое произведение мы смотрим его историю, смотрим, какие его герои играют, а также на уроках мы не просто поем, но и композиторствуем, подбираем аккорды, а также делаем слуховой анализ. Мы очень любим театр «Астана-опера» и бываем здесь с удовольствием. Это мое любимое зрительское место. Посетили с друзьями и родными очень много спектаклей, мероприятий, концертов. И всегда мы отмечали яркий талант Татьяны Вицинской. Говорили про себя, что это действительно человек-талант, человек-труд и человек большая харизма, яркая. Нам очень нравится ее голос, замечательная меццо-сопрано, которая трогает наши сердца и души, я думаю, всех зрителей. Мы, любители оперы, каждый раз после очередного прекрасного спектакля хочется поблагодарить наших артистов, сказать им приятные слова, подарить цветы. Нужно сказать, что наше общение с Татьяной началось с благодарности. И однажды был такой случай. Мы решили поблагодарить любимую артистку после спектакля. Зашли с сыном к ней в гримерку. И мой сын Ильяс решил подарить для Татьяны песню на итальянском языке. Так сказать, дерзнул сделать приятное, спеть оперной диве. Это было очень волнительно и в то же время очень мило. Татьяна поблагодарила его и отметила музыкальный талант Ильяса, поверила в него, стала нашим наставником моего сына, и чему мы очень и очень рады, и за это очень благодарны ей. Татьяна, она очень добрый человек. Это добрая аура сразу чувствуется, это добрая энергия. Мне очень нравится отношение ее к моему сыну как к ученику. Она очень ответственно относится к своим занятиям, очень бережно относится к голосу, ставит интересные задачи. И при том она не только обучает вокалу, но и сильно мотивирует ученика своего, делает экскурс в музыкальную литературу, историю, занимается музыкальной грамотой. И я вот вижу большой прогресс и большой энтузиазм в глазах моего сына. Я всегда поддерживаю связь, конечно, со своими зрителями. Я считаю, что каждый артист, он существует не просто так. И живет, и работает, и трудится, и достигает всех успехов вот только ради своего слушателя, только ради своего зрителя. И мне очень приятно, что у меня есть такие люди, поклонники, есть не только в Казахстане, есть по всему миру. Вот когда я ездила в Париж, там нашла меня поклонница, приходила тоже с цветами, с книгами. Вот, то есть она слушала меня по Ютубу, и когда она узнала, что я поехала в Париж, через соцсети, естественно, она приехала. Вот, и также вот в Италии я была 4 года назад, и тоже там мои поклонники, так сказать, по Ютубу тоже договорились о встрече, и мы тоже давали интервью, даже они пригласили журналистов, какая-то газета, это было в Милане. Вот, это было тоже очень приятно. И, конечно же, самая дорогая и самая горячая публика, та, для которой мне самое ценное, это здесь, в Казахстане. Потому что здесь они приходят за кулисы, они приходят на сцену, не только дарят цветы, подарки, но они очень много пишут в соцсети, мы встречаемся с ними, общаемся, обсуждаем спектакли. Вот. И
вот эта обратная связь, она очень важна. Она дает колоссальное вдохновение работать и трудиться дальше. Когда ты видишь глаза зрителя, когда он приходит, и он даже ничего не говорит, но просто уже во взгляде, в их глазах все понятно, и ты понимаешь, что ты не зря работаешь, ты не зря трудишься, не зря вообще считаешь себя талантливым человеком, не зря считаешь себя артистом. И это дает большое вдохновение и большие силы, которые вот заставляют идти вперед. В 2019 году в Астана-опера был концерт «Венецианская регата», в котором участвовали два уникальнейших голоса Казахстана – меццо-сопрано Татьяна Вицинская и единственный в Казахстане контртенор Батыржан Смаков. И вот с 2019 года я хожу на все концерты Татьяны Вицинской. Если я в афише концерта вижу, что поет Татьяна Вицинская, я обязательно буду на этом концерте. А если на сцене Татьяна в роли принцессы Эболи в опере «Дон Карлос», то перед нами наполненная страстями героиня. Это очень сложный психологический персонаж. В ней и Бог, и дьявол, и ангел, и сатана. И Татьяна эту роль воплощает просто фантастически. Если Татьяна в партии Изабеллы в опере Джоаккино Россини «Итальянка в Алжире», то это настоящая итальянка, страстная, темпераментная, отстаивающая права женщин. Это очень сложная в вокальном плане партия, и Татьяна блестяще с ней справляется. У меня была возможность посмотреть оперу «Кармен» в разных театрах за рубежом. Я считаю, что наша Татьяна Вицинская — это самая лучшая «Кармен». Это «Кармен» номер 1 на сегодняшний момент. И мы, астанчане и жители Казахстана, очень счастливые люди, что мы у себя дома в Астане, в этом прекрасном театре, можем слушать и видеть таких прекрасных певцов, как Татьяна Вицинская. Ну и, конечно, великолепная внешность. Потрясающая внешность. И Татьяна всегда, сколько я ее вижу на концертах, спектаклях, всегда выходит на сцену на 1000% готовая. То есть я как зритель понимаю, что вот за этим прекрасным выступлением стоит огромный труд, большое количество репетиций, фитнес. Татьяна великолепно движется по сцене. Потрясающие костюмы, платья. То есть Татьяна на сцене — это всегда потрясающее эмоциональное и эстетическое зрелище. И, конечно же, это уважение к нам, зрителям, к сцене, к искусству, к своим коллегам. И я хочу сказать огромную благодарность маме Татьяны Вицинской, Ольге Александровне, с которой я имела честь познакомиться, поблагодарить за такую потрясающую, талантливую и красивую дочь. Я считаю, что Татьяна Вицинская, безусловно, украшение театра Астана-опера и украшение оперного искусства Казахстана. Конечно, зрители — это очень интересно, да. Но еще и есть коллеги, с которыми мы работаем на сцене, причем не только взрослые коллеги, оперные певцы, но есть еще такие маленькие детки. Вот, например, в опере «Чосан» со мной играет Наташа Яшкова, она играет мальчика, сына Чосан, Долоры. И, естественно, детки, они вырастают, и девочка выросла, а спектакль идет в театре. И вот когда они уже закончили спектакль, и ее бабушка сделала для меня такой великолепный подарок, куклу Чосан, и даже вот маленького ребенка, вот это Долоры, которого играет Наташа Яшкова, что было, конечно, очень-очень приятно, и эти воспоминания останутся на всю жизнь. Я себя считаю, конечно, очень счастливым человеком, потому что реализовалась моя мечта, и в жизни я пою, в жизни я выхожу на сцену, и занимаюсь любимым делом. Конечно же, хочется сказать, что это все в основном благодаря моей маме, которая с детства привела меня в музыкальную школу, которая с детства меня вырастила, которая, в конце концов, подарила мне жизнь. Вот. И по сей день она каждый день со мной, мы все время на связи, мы видимся, мы говорим по телефону, она знает обо мне все, не только красивые сценические образы, конечно, вот, как видит зритель это в зрительном зале. Она знает все, и когда я устаю, и когда я скучаю, и когда я болею, и когда я радуюсь. Вот. И, конечно, я неустанно бы говорила, что самая моя
большая благодарность это моей маме. Спасибо за то, что она есть и сейчас рядом. Вот. И я думаю, что именно благодаря ей я счастливый человек и достигла очень многого в жизни. И она всегда-всегда поддерживает меня по жизни. Она сегодня в зале. Она очень скромный человек. Вот, мамочка, я тебя очень-очень люблю. Спасибо тебе за все, что ты мне дала. И если говорить, какое событие в моей карьере на сегодняшний день самое яркое, то, конечно же, это выступление с оперным театром «Ла Скала». Они приезжали сюда на открытие выставки «Экспо». И у нас был совместный проект, я исполняла 9-ю симфонию. Это, конечно, очень-очень для меня трогательно, и я несоизмеримо этим горжусь, потому что мое имя было на афише, и даже друзья высылали мне фотографии, когда афиша висела на театре «Ла Скала». То есть это был полный состав театра «Ла Скала», оркестр, хор, солисты. Вот. Они приезжали со своими гастролями, и вот у нас был совместный проект под управлением знаменитого дирижера Зубина Метты. И что очень волнительно, после исполнения он подписал мне афишу и написал очень доброжелательные слова. У меня есть с ним фотографии, есть видео. И это тоже большое счастье и большая радость с такими гениальными, с такими мировыми величинами работать вместе. Я вообще считаю себя очень позитивным человеком. Я очень люблю мир, очень люблю людей, очень люблю природу, солнце, море, воздух. Все, я люблю наше казахстанское небо, просто обожаю. Вот я живу на 20-м этаже, и каждый день мой начинается с рассвета, и я вижу это небо. Оно великолепное. Во-первых, этот голубой цвет, он не сравним ни с какой страной. Я, конечно, не по всему миру ездила, но была во многих странах. Я нигде не видела такого неба. И вот наш флаг, он прям символизирует это небо. Вот, и каждый день я начинаю с казахстанского неба. Это волшебно. И закаты, и рассветы. Также стараюсь поддерживать здоровый образ жизни. Очень много времени провожу с близкими. Люблю ухаживать за цветами. У меня дома очень много цветов. И я вот с ними тоже общаюсь, отдыхаю. Бывает выходной день, и все силы, конечно, когда потеряны уже на репетициях, оставлены на спектакле, восстанавливаю именно дома. Очень люблю дом. Я вообще сама по себе очень домашний человек. Иногда люди приходят, и они начинают с тобой разговаривать, как с Кармен или как с Амнерис, или, возможно, еще с каким-то персонажем. И ты так на них смотришь и говоришь: подождите, я обычная, я простая, я такая же, как вы. Вот, потому что в жизни я обычный человек. Я могу и плакать, и радоваться, и сострадать, и любить. Я люблю вкусно покушать, люблю выпить чашку кофе, люблю погулять в парке, покататься на велосипеде, провести время с племянниками, с семьей. Я очень люблю Боровое, поехать в Боровое отдохнуть. Вот, то есть я вполне обычный человек в жизни. Но мои персонажи, они не имеют отношения ко мне абсолютно. Но когда я на сцене, я другая, я перевоплощаюсь, я заставляю себя жить уже, конечно, другой жизнью. Планов творческих очень много. Я никак не могу остановиться и не хочу пока останавливаться, потому что, говорят же, вот находишься как будто на пике карьеры, да. Я прям чувствую, что сейчас пришло время, когда я должна творить, я должна больше участвовать в спектаклях, больше петь, больше выходить на контакт со зрителем. Вот. И поэтому я стараюсь, чтобы мой график был очень насыщенным. Татьяна Вицинская – это больше, чем просто имя на афише. Это символ величия оперы, где каждый ее выход на сцену становится событием. Она живет музыкой, дышит ею, передавая свою страсть и мастерство каждому слушателю. Ее удивительные образы запоминаются навсегда. Своим искусством она продолжает влиять на мир, вдохновляя на новые достижения и показывая, что опера – это не просто музыка, это целая жизнь.